У нас в Конституции прописано: государственный язык кыргызский, официальный язык русский. Это тоже Бишкек. Киргизский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза Даира Асанова. В народе его называют Суворовским училищем. Тут расписание занятий, методические указания, учебники, информационные плакаты – все на русском языке. И не только плакаты. Занятия по химии, физике, алгебре в Кыргызском национальном военном лицее проходят на русском языке. Изучают также русскую литературу, русскую историю. Более того, сам русский язык здесь в списке обязательных предметов. И эти занятия курсанты посещают ежедневно. Давайте вспомним, какие же бывают предложения. Сложно сочиненными. Сложно подчиненными. Хорошо, садитесь. В тетрадках идеальный каллиграфический почерк. Не каждый наш ученик так красиво пишет. Поступают сюда парни в возрасте 15-16 лет. Всего в лицее 2 курса, на каждом по 75 человек. 150 человек проходят обучение. Желающих поступить в этом году сколько было? Желающих в этом году было около, больше, можно сказать, 1000 людей. Высокий конкурс. Да. То есть профессия военного в Кыргызстане престижна. Очень-очень престижно. Что изучают тут? Во-первых, обычные предметы средней школы, которые проходят в 10-11 классах. Во-вторых, конечно, военное дело. В дни проведения наших съемок курсанты разбирались со средствами защиты от химических атак. На оценку «отлично» надо надеть костюм химзащиты за 4 минуты 35 секунд. Нормативы точно как у нас, да и стандарты обучения те же. Особое внимание уделяется физкультуре, спорту. В лицее есть даже свой 25-метровый бассейн, есть и тир. Стреляют, правда, из пневматики, но это и понятно. Все-таки возраст курсантов школьный. Куда можно будет пойти по завершению обучения? По окончанию Кыргызского национального военного лицея и по результатам общереспубликанского тестирования можно поступить в Военный институт вооруженных сил Кыргызской республики, Погранакадемию, Академию МВД, Академию МЧС и другие высшие военные учебные заведения. Сам куда планируешь? Я хочу стать летчиком и поступить за границу на высшее военное, авиационное. Почему именно летчиком? Отец у меня у самого был летчик, и я тоже хотел бы пойти по его стопам. За границу, в данном случае в Россию. Все летчики вооруженных сил Киргизии, летающие на вертолетах или самолетах, обучаются только у нас. У нас в стране воздушно-космические силы, здесь силы воздушной обороны, в составе которых находится авиационно-транспортная эскадрилья. Собственно, сюда мы сейчас и попали. На входе точно так же, как у нас дежурная часть, дальше государственный флаг, 3 важных для государства слова, долг, честь Отечества. Дальше точно так же, как в России. Кто был в наших воинских частях, прекрасно знает этот плакат. Селфи, фото, интернет, ждите от врага привет. То есть смартфонами пользоваться запрещено, селфи делать запрещено. Куда мы попали? Посмотрите, какой огромный ангар. Здесь 2 военно-транспортных самолета. И вот теперь самое главное. И этот огромный ангар. И оба этих самолета были переданы кыргызской стороне нами, Российской Федерацией. Эти транспортные самолеты Ан-26 были переданы киргизской стороне в 2017 году. Обслуживают их, конечно, местные инженерные службы. Но если надо, и наши специалисты могут прийти на помощь. Эта авиационная технико-эксплуатационная часть расположена всего-навсего в 300 метрах от уже знакомой нам российской авиабазы. Говорить о том, что служба не сахар, возможно, могут все, но только не те, кто служит в Канте. Кант в переводе с